информационная программа «Вести Кудым Карвилиш Тиангат», студия Андрина Батуева, Бур Рыд, Таун Выпускан. Кузнецова деревня Оштиса, но только кыввез вылын абы документез и аболым понда условиез. Кудым карнчулайз до школьники злан интеллектуальный вермачем. Лоптан суббота этнокультурный центр чувалас Лен Вержалон. Этшом погодные условия закадна вечерна это месяца ДТП из Пермской края Содиса, ГИБДД сотрудники спетиса уджавны туез выла в иншатом режимен. Конец осени, начало зимы – самый сложный и опасный период, особенно для водителей. Данный период характеризуется нестабильностью погодных условий, поэтому водителям и пешеходам в осенне-зимний период нужно быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения. В кратчайшие сроки необходимо поменять летнюю резину на зимнюю. Ездить на летней резине в условиях гололедицы крайне опасно. При таких погодных условиях водителям следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге. Пешеходам необходимо использовать световозвращающие элементы. Ходить нужно только по тротуарам, а переходить дорогу только по пешеходным переходам, заранее убедившись в безопасности. Уважаемые участники дорожного движения, помните, осторожная езда по мокрой и обледеневшей дороге – залог недопущения дорожно-транспортных происшествий. Кузнецова деревня Оштиса, но только кыввез вылын талнялун вылаулище спонда абу керам нем. Пачка джика это елиш мен корреспондент Дмитрий Булановлан репортажен. Лето прошлого года. Торжественная церемония открытия нового населенного пункта рядом с Кудымкаром. Под фанфары деревне присваивают название Кузнецова в честь легендарного разведчика Николая Кузнецова. Вы понимаете, наконец-то будет прописка, будут чистить дороги. Но, как оказалось, торжественное открытие состоялось только на словах. Людям раздали земли, более 100 участков. Кто-то успел уже построиться, но прописку никто так и не получил. Более того, до сих пор не создано никакой инфраструктуры. Из-за того, что населенный пункт по факту не существует, сюда не выделяются деньги ни на текущее содержание дорог, ни на ремонт дорог. По словам местных жителей, не проводится даже грейдирование, а также отсутствуют пожарные водоемы. Зато табличка висит. Гласит, что здесь находится деревня Кузнецова, а по факту населенного пункта нет. Как нет и бюджета для создания инфраструктуры. По словам главы поселения, торжественно деревню открыло прошлое руководство, для чего непонятно. Никаких сопутствующих документов, к примеру, генплана, просто не существует. Нам ничего не останется, кроме как начинать, только начинать строить дороги, улицы, приводить в соответствие этот населенный пункт с правилами пожарной безопасности в первую очередь и комфортного уже какого-то жилья. Но, конечно, сразу же хочу сказать, что те средства, которые необходимы сейчас на данном этапе, они превышают годовой бюджет сельского поселения. На строительство только трансформаторной подстанции нужно не менее 5 миллионов рублей, не говоря уже о дорогах. Сейчас проблемы только начинаются и продолжатся на протяжении нескольких лет. И если бюджетные средства будут направлены на деревню Кузнецова, то в таком случае будут страдать другие 34 деревни, находящиеся в поселении. Дмитрий Буланов, Денис Дульцев, Вести Пермь. Компермятский округун Ощис эшетик производство. Бюджетный кыч Зорама да уджала виль предприятие Кочевской района. Веклис Ачис округлан Юралыш. Колем года февраль месяц Юксеевон пондислебны да Зорамны виль предприятие. Уджавны вырын локтиспедия Мишолиш и они производство проверитис Ачис Юралыш. Кочевский район пондисапелитный выр уджит объем мезен. Процесс у нас начинается с окаривания лесоматериалов, дальше перевозится околенный лесоматериал на линию торцовки, сортировки, и потом все это уходит на линию лесопиления. В дальнейшем мы планируем и устанавливаем сейчас сушильный комплекс на 570 кубов, установим котел немецкий на 4,5 мегаватта, и впоследствии еще будем перерабатывать отходы производства, делать брикеты и билеты. Как немецкая линия кужа пондаса перерабатывает на квачу куб пиловочник, и это только этик смена. Имаш бур контракты с каднавылн уджавны, им возможность и желание. У нас хорошие есть контракты прямые на заводы по переработке пиломатериалов в дальнейшем на погонажные изделия, на мебельный щит.
туя пилитны шо директор качкычым выр и немне чапканы баланс кат уджалым понда они строите на вильцех. Монтируйте на уджит автоматическая линия обрезная доска понда. Медбелептыны БДСия мы им предприятие выленталун. Валивичем 100 миллионов руб ГГР. Владимир Лесников кăсе пачкăтнă вărăm производство и щетнă поселению виль уджалан местаез. Унитатен уджалан на Кăчевской районыш унамортез специалисты спонда соковны и оджлань. Илын олище спонда строительства общежития. Сейчас у него работает уже 40 человек. Ну, работает с Качевского района, тоже плюс. Это тоже наши налоги, это наши рабочие места. Поэтому человек занимается, видно, что закупает оборудование, что-то делает. Поэтому для нас это хорошо. Такое единственное предприятие на территории нашего поселения, которое более-менее занимается глубокой переработкой уже древесины. Как поддерживаете предпринимателей? Помощь какую оказываете? Помощь, как может бюджет помогает, лишь бы не мешали. Люди работают, зарабатывают какие-то деньги, создают рабочие места. Не мешаете? Не мешаем. Это выром производства Качевской районын медуджит. Доныс сын, что уджал на отир отход дестег Щепамуна, Вечката Соликамск бумпрома и Ростовская металлургическая комбината. Виль сушильный комплекс строитель Бершань, кером материалом качество содас. Предприятие Вермаслона округан передовой. В округе появился еще один серьезный инвестор, который пришел, как мы считаем, все-таки надолго. Мы уверены, что вот с его приходом в Качевском районе, в частности Юксеево, будут развиваться лесопиления. Причем, как уже говорилось, оно безотходное. И пример другим, что не засоряем окрестные места отходами древесины, а перерабатываем максимально полно. Матен када комперматского округом производства кат понда спыдына тыцачна ачыс губернатор. Кычуис министр Юксеевич ВБК Вермаслона объектен када сиясиджа бюджетас и план незлан границес татын бура пашкаласа. Ирина Батуева, Александр Рябков. Вести. Кудымкар. Кудымкарын чулались дошкольники с понда интеллектуальный орсан. Вермашемын участвует сакариш БДС челять саддез. Куематич Кудымкариш дошкольники с экшиса умники и умницы нема интеллектуально вермашем вылн. Образование управления актиспеза с радуга нема челядлен центрын и лошетис учат конкурсанты с понда зев ашама орсан турнир. Сегодня принимают участие 11 команд города Кудымкара, все учреждения дошкольного образования, 44 участника. Данный конкурс проводится с целью выявления интеллектуальных возможностей детей старшего подготовительного возраста. Команды будут представлять свои знания и умения по следующим разделам. Это размышляйка, один из туров, развитие логического и творческого мышления. Следующий тур – мир, в котором мы живем, знания об окружающем мире. Следующий тур – это цифроград, знание математической загадки, задания, соответственно, внимание. Челять сад дезлоктиса орсан была лошадча мезен. Конкурс пондачи самопрезентация шань. И все сидже донтис жюри. Команда «Умники». Наш девиз 4 слова. Мы умны, и это клёво. Шинчерама представление спырят атаметка челять тыцачса чужа. Не готовош вели самоучавны не только предметный тадеммез, но и компермятская культура, черты и знания из станцион, край родной, навек любимый. Наша команда «Умники», мы подготовили детей. У нас был сначала отборочный тур. И в этом отборочном туре мы посмотрели наиболее активных детей, у которых развита логика, мышление. И вот этих детей мы выбрали на это соревнование. Результат, конечно, будет, но посмотрим, какой, это уже зависит от удачи. Карлан умники и умницы нема конкурс лошадиса только медвежа рада мывкад челядь. Юалы мездаюр жугдарность адмалиса татан быткодиза. Сечем вопросы зин кыч жираф учаджи клоунша, но уджиджик зебраща, аджины медучита свермиса мед эрудированный челядь.
Букваед, Цифроград, Сказкоград и Мадик Нима станция измучалися, кыч бура пие стыдына азга горищ вырва, кужина лыдичны да лыдётны, кин медтворческой и медчёж. Я думаю, что это надо. Это для того, наверное, чтобы ребята поняли, что, и даже мы поняли, что ребята знают, наверное, чтобы они видели, что другие знают дети. Может быть, для нас как бы это, что мы еще должны детям дать, что они где-то какой-то пробел, может быть, я не знаю, но детям это надо. Я очень болею за них, за своих детей, да и вообще за все команды. У нас команда называется «Алые паруса». Мы, конечно, за них очень болеем. Интеллектуальный вермашемын медбурезлан нимпонда пещище старайчиса йона, не быдес станция с участники злокажитчиса кокниттезан. Сложно некоторые, сложно, но мы стараемся. Я уже тут не первый раз, а второй. Хочется выиграть, наша команда хочет выиграть. Дошкольники злан конкурс того велиш мычалас, кычем знанию злиш уровень читана пезла, кудым каричилят саддезен, вермашем помын луастыца, кин ыны петас лидеран. Ирина Батуева, Алексей Быков. Вести, Кудымкар. Локтан суббота, Компермятский этнокультурный центр Мунас Ален Вежалун Нима пашкат мероприятие. Шотчищан Луна Компермятский этнокультурный центр Панталас округиш до краищ олища с радитана Вежалунан. Лен лакужналым праздник была заявка, ищетися не 200 участник. Лен Вежалун праздниклан рамкая спычкан, лачетом пашкат программа. Наш праздник начинается, еще раз напомню, в эту субботу, 11 ноября, в 10 утра. С 10 до 12 утра состоится круглый стол, на котором мы будем обсуждать проблемы сохранения музыкального наследия компермятского народа. Открытие фестиваля состоится в 12 часов дня. Значит, после этого сразу начинается у нас концертная программа с участием коллективов Компермятского округа и Пермского края. Она продлится до 2:30. Затем в 12 часов 30 минут состоится открытие выставки «Узоры северного шелка», где любой желающий может посмотреть либо приобрести понравившуюся вещь у наших мастериц. Это будет у нас как вышивка, так и ткачество. В час дня начнется изюминка нашего праздника, это льняной триатлон. Это будет состязание, это командное состязание. Команда состоит из таких участников, как вязальщица снопов, пряха и ткачиха. Луннас даст 0 часа, 2 часа. Будес желающие из этноцентра вермасовичетный детский спектакль «Ошлан пестунья» бесплатная. Мычала сосия Компермятской драматической театрищ артистез. Сиджа залын чулалас уджит концерт, аслан шиланкы вез ангажитаса мусата вез. Пондаса уджавны уна быткодь мастер-классез. Мы познакомимся с крашением льна. Это уникальная технология, когда лен красится при помощи натурального красителя индиго. Будем красить дыру, старинную ткань. Это будет очень интересный процесс. Всех приглашаю просто даже посмотреть и послушать мастеров. Это музей исторической реконструкции город Пермь. Это будет одно удовольствие. Будут у нас плести косы, будем работать с гончарным кругом, будем делать деревянную посуду. Будем расписывать прялочки. Лен Вежалун вела суббота, а ветчищена быденниса, организаторы скъсьена, мы не кинлы озло гаштам. Это было мианталон быдес, велич панташам ашин асовнас, быдес бурса, аджишлутадж.